Из основных изменений поправок Конституции мне понравилось более социальное направление. Это то, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. Это, во-первых, для, как мы представляем, молодежную политику, то, что заработная плата у молодого поколения, да и у всех, наверное, кто начинает работать, она должна быть достойная. Каждый молодой человек должен быть уверен в завтрашнем дне и знать, что у него будет зарплата достойная, и он сможет содержать не только себя, но и свою семью и своих близких. Также индексация пенсий. Это непосредственно касается нашего старшего поколения, то, что будет пенсия повышаться. И я думаю, это тоже касается нас. Рано или поздно мы станем пенсионерами. И я призываю всех участвовать в референдуме, который скоро объявят, и проявить свою гражданскую позицию, потому что это исторический момент не только для страны, но и каждого из нас. Что из поправок более, наверное, мне кажется, меня привлекло, это что Государственная Дума будет рекомендовать премьер-министра, министров, то есть это представители всей страны будут трезво оценивать ситуацию и смотреть на того специалиста, кому доверить нашу страну. Мне кажется, это правильно, потому что они согласовывают кандидатуру для главы государства. Так сказать, вся страна выбирает наших народных министров и народных премьер-министров.